Я сначала представлюсь. Алексеев Андрей Алексеевич, генеральный директор ООО «Инженерной сети проект», город Новосибирск. Мы сегодня открывали станцию ХОРа в Верхнем Улусе. В рамках открытия станции у всех возникает вопрос, почему технологии с опозданием пришли в Якутию? Почему они раньше не пришли? Как ни странно, все упирается в людей. Как ни странно, да? Многие страны развиваются, как Сингапур, город, который стал более чистым, а рядом ближайшие города, либо страны не развиваются. Когда приходит один человек, он не может изменить все, но он запускает первый круг. В рамках работы по Якутии вот этот первый круг запустил глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Он хотел, как человек, имеющий достаточно большой опыт, кругозор, чтобы новые современные технологии приходили не только в средства коммуникации, да, не только в банковский сегмент, но и в сегмент ЖКХ. Когда данные технологии приходят в сегмент ЖКХ, то в первую очередь делится отопление, водоснабжение. А в каких-то районах уже связанные с отоплением вопросы решены, люди получили качественное отопление, стоит вопрос с водоснабжением. А вопрос с водоснабжением достаточно серьезный, потому что если мы даем питьевую воду высокого качества в жилье, человек этой водой пользуется в унитазе, этой же водой моет посуду, эту же воду использует для мытья автомобиля. Но это же неправильно, это же дорогое удовольствие. Но эту систему построил Советский Союз, когда говорилось, что ресурсы стоят копейки, и мы можем максимально их пользоваться от природы. Сейчас мы все подходим, что питьевая вода – это как средство, которое ограниченное у нас. Ранее мы во всех встречали в средствах массовой информации, сказках, так называемого, пошла она за водой в колодец, набрала воду, принесла, и эта вода используется только для питья, либо используют для приготовления пищи. Колодезная вода никогда не шла на технические нужды. Мы растем, мы требуем, чтобы у нас появилась система комфортного проживания, унитаз, раковина, и нам хочется, чтобы вода везде была одинакового качества. Она не может быть. Если мы посещаем некоторые страны, нам дают памятку, что запрещено пить воду из крана. Почему? Она мертвая вода, техническая, вы можете отравиться и так далее. И вы идете в магазин, покупаете. И вот когда глава республики Айсен Сергеевич Николаевич обратил внимание, что должны появиться станции, в которых каждый человек может прийти, набрать воду в свою емкость, либо купить воду, которую ему привезут в большом объеме. Тут встает вопрос о технологии. Должен учитываться фактор логистики, минимальное количество используемых реагентов, стоимость конечного продукта, как воды, да, и персонал, который мог бы быть простой, как оператор, который обслуживает данную станцию. При рассматривании технологий, которые предлагают нам западные фирмы, западные компании, мы не могли их применять. Мы все-таки рассматривали технологии Советского Союза, и в первую очередь это метод электрокоагуляции, который активно был изучен, применен и работает в Японии. Мы обратились в компанию Такут за поддержкой. Для компании очень важно любой рынок. Если они видят, что это разовая сделка, активное участие никто не собирается. Когда они видят, что со стороны рынка России есть интерес, и Якутия является практически плацдармом для входа в рынок, да, они готовы. И сам по себе термин «наша технология работает в Якутии», он вызывает уважение. Значит, при минус 60 компания сумела предложить тот продукт, который активно работает на рынке. Компания включилась в разработку. Экспериментальным была сделана первая пилотная установка. Пилотная установка небольшая, 0,2 куба в сутки. Эта пилотная установка была перевезена в ящики, практически 3 чемодана. Авиакомпания S7 любезно согласилась быстро через карго перевезти Новосибирск-Якутск. Мы привезли, пилотную установку собрали в актовом зале МинЖКХ энергетики Саха-Якутии. При запуске данной станции мы пригласили всех желающих, в том числе профессиональные компании и государственные органы в лице Роспотребнадзора, Горводоканала. Специалисты прибыли, всем было интересно, потому что многие читали
это в каких-нибудь научных публикациях, многие это видели в жизни, но никто не видели в применении. А был живой интерес, и когда вот станция запустилась, все подходили, смотрели, и даже пробиться было невозможно. После запуска станции нужно было определяться, да, есть опытная установка, есть технология, а будет ли она работать в больших масштабах. Да? Мы рассматривали ближайший для нас населенный пункт, который попадал в Верхневилюйский группу, это Харо. Тогда была создана станция на 2 метра кубических в сутки. Наши специалисты выехали, запустили данную станцию. Станция дала великолепный результат. Время работы было технологов, это примерно 15 дней. Местное население не воспринимало эту станцию как будущий шаг вперед. За столько лет, сколько только не было экспедиций, кто только не приезжал, все давали советы, но не было результата. После станции 2 кубов в сутки была технология предложена на рассмотрение техническому совету. Технический совет утвердил, была построена новая станция 100 кубов в сутки. И сегодня она уже работает. Роспотребнадзор создал рабочую группу. 11 анализов воды были отобраны по технологической линии. И завтра мы их сдаем, получим результат. После каждой технологической линии анализ покажет нам, как меняется качество воды.